Здравствуйте, меня зовут Николай Токугава, я живу в Калифорнии, родом я из Якутии, и сегодня я вам расскажу об символе якутского шаманизма. Он называется серге. Так вот, чтобы понять, что этот символ является общепринятым символом или все-таки это что-то другое, нужно понять, что такое символ вообще. Да? Ну, например, допустим, в христианстве это крест, в исламе это полумесяц. Так вот, значит, в христианстве этот символ означает символ жертвы, которую дал Господь во имя человека. То есть он умер ради людей. То есть в христианстве говорится так. То есть символ, который Христос, символ жертвы Христа ради людей. Так вот, в исламе приблизительно это то же самое почти, потому что во времена, когда у турков султан Осман, когда он сражался с византийцами, он увидел перед собой лужу крови, и на нем отражался полумесяц. И он сказал, что это будет отныне флагом турков, то есть алое знамя с полумесяцем. И значит, это символ павших бойцов, которые сражались за своего султана. И значит, это стало символом всей Османской империи. И дальше во всех мечетях это начало использоваться. И потом стало символом ислама вообще. Ну, как бы так, эта история. Другого значения я просто не знаю. Наверное, мамы знают, но я не знаю. Так вот, в любом случае, в обоих религиях это вот эти вещи, крест и полумесяц, они являются символами, то есть символами религии. Так вот, если взять серге, то он, этот коновязь вообще-то, он выглядит как коновязь, он большой, 2 метра, бывает еще больше. Так вот, вот эта коновязь серге не устанавливается на зданиях. То есть крест он устанавливается на церквях, значит полумесяц устанавливается на мечетях. Да? Так вот, а серге он на зданиях не устанавливается. Он устанавливается индивидуально у каждого дома возле двери, то есть возле входа на территорию, то есть в некоем отдалении от дома, но ближе к двери. Смысл его заключается в том, что приехавший всадник привязывает туда своего коня. Понимаете, да? Значит, почему это таким образом происходит? Что вообще оно имеет? То есть это же необычная коновязь на самом деле. Какое оно имеет значение и влияние на людей, на якутов, да? Так вот, эта штука означает вот такую интересную штуку. По форме это круглый столб, и на нем наверху бывает 3 кольца, углубления таких. Смысл этих углублений заключается в том, что верхнее кольцо, оно для тех, кто прибывает с верхнего мира, чтобы они привязывали туда своих коней. Среднее кольцо для людей, чтобы люди привязывали туда своих лошадей. И, значит, нижнее для абаг, это жители нижнего мира, пожирателей, чтобы они привязывали своих лошадей. Так вот, смысл вообще изготовления его заключается так, что несколько мастеров по дереву, они создают вот этот, вырезают из дерева вот этот столб. И в момент, когда они его уже начинают заканчивать, зовется белый шаман. Он приходит и он помогает им в этом процессе производства, и в этот момент он влаживает в него все свое тепло, все свои хорошие мысли, все свое старание, как говорится, всю свою любовь. Это как художник, он создает свою картину с большим старанием. Или как скульптор делает свою скульптуру с большим старанием, большим усердием, да.
или там певец, который поет свою песню от души, там, как сказать, ну, бывает же, там, человек завороженно просто слушает. И вот когда производится вот этот серге с такой большим старанием, с большой теплотой, добротой, с большой любовью, вот это все делается, сверху приходит дух Иччи, и вселяется вот этот серге. И как только этот серге поставили, эта территория становится охраняемой. Понимаете? Почему его называют серге? Серге это есть в якутском слове такое слово, называется сергях или сергях-сияр. Это когда человек очень сильно устал, значит, и вообще никакой, скажем, да, ему говорят, прими душ, покушай, и там выпей что-нибудь, там, холодного кваса, или в данном случае, например, кымыс или бупах, просто выпей, и человек принимает душ, там покушает, попьет, и он как бы оживает. И ему говорят, ну как, сергех сидингдо, это значит ты ожил. Слово серге означает жизнь. То есть, когда ты собираешься в определенном месте жить долго, скажем, полгода, год и более, то ты перед дверью ставишь серге. То есть в русском языке это называется застолбить место. То есть человек прибежал, построил дом, посмотрел, и это место застолбил за собой. То есть поставил столб, а вот в русском языке еще дальше вот неизвестно, что это означает, откуда это взялось. Я уверен в том, что это было в древности, еще много, наверное, тысяч лет тому назад. В обороте речи пошло вот такое понятие застолбить место. И, наверное, это было связано с шаманами, наверное, все-таки. Так вот, потому что у всех народов такое было. Так вот, и у якутов вот ставят серге, и дело в том, что мужчина, он не всегда же может быть дома. Он в древности уходил на охоту, возвращался и так далее, и нужно, чтобы дом кто-то охранял. Так вот, как работает этот серге, то есть это жизнь, которую он поставил перед домом, которая будет охранять этот дом и всю его территорию, да? Дело в том, что вы, наверное, видели, у шаманов есть бубен, называется дюнгыр. По-другому его еще называют лошадью. Он помогает очень быстро перескакивать, значит, между мирами. А эта лошадь, она очень быстрая, и шаман может очень быстро переходить с одного мира в другой, перетекать. У Аи, у жителей Верхнего мира, у сильных духов есть тоже свои лошади. И они очень тоже быстро перескакивают из измерения в измерение, то есть из мира в мир. И у Абасы, к сожалению, есть такая штука. У великих Абаса есть лошади. Когда скачет абага, лошадь, то опускается большой, говорят, ветер, и иногда можно услышать топот лошади демона. И это может быть очень огромное. Говорили, что некоторые демоны бывают выше, чем деревья в лесу. Так вот, какой бы ни был абага, когда он останавливается перед столбом жизни, у него нет иного выбора, как привязать свою лошадь и стать гостем. Понимаете? Вот в чем дело. То есть люди живут по определенным традициям, аи тоже живут по определенным традициям, и абасы тоже живут по определенным традициям. Везде есть свои правила. Когда абага видит жизнь, столб жизни, который объединяет все три мира, и там у него есть иччи очень сильный, то в любом раскладе он обязан привязать свою лошадь и превратиться в гостя. Он не сможет навредить. Аи, он, когда проскакивает, они иногда бывают в этом мире, они скачут мимо, когда они видят серге, жизнь, они останавливаются, потому что они знают, что они могут там отдохнуть, остановиться, и им всегда будут рады. Он останавливается и привязывает лошадь и заходит к тебе в дом. И это называется счастье привалило, допустим, да? Потому что если в твоем доме был аи, то они же классные придумщики. Не знаю, в лотерею можете выиграть. В общем, очень хорошо, если эти чуваки заходят к тебе в дом. Так вот, то есть этот серге не является символом на самом деле. Это является талисманом. Это оберег. Понимаете? Белые шаманы делают не только серге,
помните, я рассказывал, что они иногда делают куклы и вселяют дух в эту куклу, когда они уже сами его делают. То есть, если серьги делают мастера по дереву, несколько человек сразу, и шаман им только помогает в этом, то куклу делает сам шаман. И эта кукла, Ичи, который вселился в эту куклу, он защищает всех в роду, несколько сот человек. Так вот, значит, а еще белые шаманы не делают вот такие маленькие обереги. Другое их слово называется талисманы. У многих народов гуляют такие, они бывают в виде кулонов, в виде колец, в виде браслетов, в виде... Очень много бывает женских украшений, то есть всякие серьги, не знаю, там на одежде всякие украшения, да, и они передаются от отцов матерей к дочерям, к этим сыновьям, да, и вот это действительно работающие обереги, они бывают неизвестного происхождения. На самом деле все работающие обереги, они происхождение от шаманов. Те, которые смогли туда что-то вселить, понимаете? И это, значит, оно, вот этот маленький талисман, он работает индивидуально, то есть защищает одного человека. То есть бегут двое человек, оберег защищает только одного, понимаете? И когда человек передает его другому, он защищает этого человека. Кукла защищает род, серьга защищает дом, понимаете? Дом и его окружение. Так вот, серьги бывает очень массовое использование там, где проходит Исых. Я отдельно расскажу, что это такое. Значит, там, где Исых, это большая поляна, и праздник проходит 22 июня. Так вот, вот в этом месте бывает очень много столбов. То есть вот этих серьги ставят, потому что в тот день аббасы не приходят, потому что это самый длинный день в году, а жители верхнего мира, то есть они спускаются в массовом порядке. И чем больше будет там серьга, тем лучше. То есть в этот момент можно что-то попросить, подпитаться просто энергией на весь будущий год и так далее, и так далее. Значит, как вы можете поступить в данном случае, например, если вы построили дом, то есть там должна быть территория именно. То есть не квартира ни в коем случае, это должен быть дом. Если у вас есть дом или дача, то есть со своим участком, то вы можете тоже заказать себе такой серьга. И перед окончанием, пускай его вырежут полностью, и перед окончанием, там еще пару осталось узоров нанести, вызывается шаман. Шаманы якутские, они ездят по всей России. Чаще всего их вызывают бизнесмены. То есть, когда нужно подписать какой-то контракт, есть какие-то сомнения, а информации не хватает. И они зовут и спрашивают, как. И в этот момент вы можете попросить, там, у меня там дом построили, и мы хотим там серьга поставить, вы не могли бы там помочь там, с духом идти в этот серьга, и чтобы была жизнь в моем доме. То есть имеется в виду, чтобы все три мира соединились в этом столбе. И, значит, этот Ичи, он любого, кто пребывал, превращал бы в гости. То есть ваш дом не сгорит в этом случае, его не ограбят, никакие болезни не будет. То есть мелкие вот эти хулиганы, мелкие аббасы, которые прибывают с Нижнего мира, при виде этого серьга, они вообще туда не лезут, потому что дух в нем очень сильный. То есть это самый большой талисман, который можете себе представить. В мире больших талисманов я просто не знаю. Вот, значит, в принципе, это все, что я могу рассказать, почему ставится серьга и почему, если вы хотите, то, в принципе, можете сделать себе то же самое. Спасибо. Подписывайтесь на мой канал. Значит, если я доберусь до 1000, я буду этим заниматься профессионально. Я думаю, что я смогу рассказать много классных историй. Спасибо.